Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш вебинар, посвященный рассмотрению вопросов применения портала «Российская электронная школа» в образовательных организациях Республики Коми. Уважаемые коллеги, хорошо ли нас слышно, хорошо ли нас видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если все хорошо. Если кому-то что-то не слышно, не видно, пожалуйста, отметьте в чате. Так, все, стоят плюсики, всем все хорошо слышно, всем все хорошо видно. Уважаемые коллеги, сегодня на нашем вебинаре присутствуют представители Выльгородской средней школы номер 1 учителя, которые расскажут об опыте использования ресурсов Российской электронной школы. Российская электронная школа создана в рамках исполнения пункта Б, пункта 1 перечня поручений президента Российской Федерации 2 января 2016 года с целью обеспечения массового использования дидактических и методических образовательных ресурсов в образовательной деятельности всеми участниками образовательных отношений, и обучающимися, и родителями, законными представителями несовершеннолетних обучающихся, и педагогическими работниками, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Российская электронная школа является структурным элементом государственной программы Российской Федерации развития образования на 2013-2020 годы, которая утверждена постановлением правительства Российской Федерации 15 апреля 2014 года. Интерактивные уроки Российской электронной школы строятся на основе специально разработанных образовательных программ, а все они прошли независимую экспертизу. Считается, что уроки полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам и примерной основной образовательной программе основного общего образования. А все задания максимально приближены к образцу экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к промежуточному контролю и государственной итоговой аттестации. Ведут уроки педагоги России. Они являются победителями конкурсов «Учитель года», обладателями государственных наград. Интерактивные уроки в Российской электронной школе представляют собой классическую модель школьных занятий. В них есть и объяснение новой темы, и обобщение, и повторение, и материалы для самостоятельной работы. Уроки дополняются иллюстрациями, фрагментами из документальных и художественных фильмов, аудиофайлами, копиями архивных документов, музыкальными композициями и другими наглядными материалами. Если в своей образовательной организации вы приняли решение перейти на семейное образование или самообразование, то Российская электронная школа даст возможность выстроить индивидуальный учебный план и контролировать его выполнение ребенком. А родители смогут по-новому взглянуть на образование и при желании снова сесть за парту рядом со своими детьми. Для поступления в Российскую электронную школу нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по месту жительства. Для учителей портал может стать площадкой обмена опытом и методической копилкой. На портале Российской электронной школы представлены рабочие программы, тематическое планирование, конспекты уроков и дополнительные материалы по темам. Коми Республиканский институт развития образования выступает оператором апробации портала Российская электронная школа. Эта работа ведется уже с 2016 года. В 2016 году в апробации участвовало 30 школ, 503 педагога. В 2017 году в апробации участвовали все школы Республики Коми, а в 2018 году в апробации участвовали 65 организаций, 953 учителя. В ходе апробации 2018 года были сделаны следующие выводы. Портал имеет удобный интерфейс, легкий поиск необходимой информации, приятное цветовое оформление. А также участники апробации отметили высокое качество видеоресурсов, размещенных на портале. Портал содержит разнообразный методический материал, соответствующий основным принятым концепциям в различных предметных областях и федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования, что позволяет молодым учителям с опытом работы использовать его при подготовке и проведении уроков, а специалистам образовательных организаций дополнительного профессионального образования использовать ресурсы данного портала в работе с различными категориями слушателей в процессе реализации программ дополнительного профессионального образования. Уроки снабжены дополнительным материалом, который будет способствовать расширению кругозора обучающихся и осуществлению метапредметных связей. А система учебных материалов, размещенная на портале, позволит образовательным организациям, осуществляющим обучение в малокомплектных школах, обучение детей-инвалидов и детей, обучающихся на дому, обеспечить равные возможности и существенно улучшить качество обучения. Кроме того, отмечается большой интерес учителей и обучающихся к использованию ресурсов портала при организации образовательного процесса в актированные дни, которые сейчас как раз начались в нашей республике. При этом в ходе апробации был выявлен и ряд проблем. Например, учителя отмечают, что ресурс еще не до конца разработан, уроки для 8-11 классов по многим предметам практически отсутствуют, также и для начальной школы нет разработок. Не все задания доступны, то есть они либо вообще отсутствуют, либо некорректно работают. Не предусмотрена возможность использования более легкой версии портала,
То есть нет возможности адаптировать или скачивать видеоресурсы. А для образовательных организаций с низкой скоростью интернета изложение материала будет более доступно, если бы оно было представлено в виде презентации. При разработке уроков не всегда учитывалась универсальность учебно-методических комплексов к разным программам. Все материалы привязаны к программе определенного автора. Банк проверочных заданий необходимо дополнить заданиями разного уровня сложности и дополнить предметные курсы олимпиадными заданиями. Также учителя отмечают, что уроки не сопровождаются тезаурусом, при этом объяснение нового материала ведется на научном языке, достаточно сложном для некоторых категорий детей. Также учителя отмечают, что не всегда разработаны дополнительные материалы по организации проведения исследовательской деятельности обучающихся. Отсутствуют рекомендации, алгоритм для оформления результатов деятельности. Таким образом, в ходе апробации было отмечено, что ресурс еще требует определенной доработки, но тем не менее уже сегодня есть возможность использовать те ресурсы, которые на портале представлены. И далее мы передаем слово учителям Выльгородской школы номер 2, которые активно используют ресурсы Российской электронной школы в своей образовательной практике. Начать видео? Нет, сейчас надо выключить. Звук выключить. Что нажать? Здесь. Быстрее сами нажали. Здравствуйте. Мы продолжаем нашу... Бумажка не видна? Сюда, да? Сразу на сайт. Да. Здравствуйте. Мы продолжаем трансляцию, и вас приветствует Ермакова Оксана Владимировна, учитель технологии. И хочу поделиться своим опытом. Сейчас очень хорошо сказали о плюсах и минусах. И сразу захотелось сказать о плюсе. При регистрации на электронной школе достаточно ввести пароль и зарегистрироваться один раз. Потом он выходит автоматически, и вы без труда будете попадать на страницу, и никаких проблем с этим не возникает. И что касается планируемых результатов предмета технология, очень замечательно, что требования стандартов и вот по технологии практически все планируемые результаты нашли отражение на этом сайте. Наше содержание, в зависимости от требований ФГОС и протокола от 8 апреля 2015 года, соответствует определенным планируемым результатам и составляет 3 блока. Третий блок содержание обеспечивает обучающейся информацией про ориентационной деятельности в контексте современных технологий, производящих отрасли Республики Коми. Здесь, я думаю, учителей не возникает трудностей или вопросов, потому что мы живем в нашем регионе, мы его знаем, и этнокультурная составляющая всегда была частью нашего предмета. Второй блок содержания – это проектная деятельность. Здесь у учителей, как правило, тоже не возникает трудностей, потому что УМК, я работаю по Симоненко, очень хорошо раскрывает проектные деятельности. В каждом учебнике есть 4 проекта. И дополняется, кстати, эта проектная деятельность тоже уроками СРЭШ. Я вам покажу чуть позже. Возникали у нас проблемы с третьим блоком. Предметное содержание которого, не третьего, простите, первого, оно
насыщена такими сложными планируемыми результатами, как называют и характеризуют актуальные перспективные информационные технологии, характеризует автоматизацию производства, перечисляет и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии, объясняет понятие машина. Это примерные планируемые результаты, которые я вам сейчас назвала. И учителю очень трудно эти планируемые результаты самому изучить и предоставить в понятной форме для учащихся. И вот как раз сайт РЭШ позволяет. Для этого нам надо зайти на вкладки. Вы видите, если есть учителя технологии, здесь две вкладки: технологии и технологии девочки. Если мы с вами зайдем в технологию, мы попадаем в 5 и 6 класс. Что очень удобно, здесь вы сразу видите содержание курса. И нажав на первую вкладку, мы сразу с вами можем посмотреть, что есть в этом разделе. Или не можем, потому что он у нас завис. Пойдем в 6 класс и открыли программу для 6 класса. Вот планируемый результат, который достаточно сложно учителю объяснить. Допустим, металлы, способ их обработки. Но здесь вы также видите про питание, про интерьер жилого дома. Это все у нас дублирует проектную деятельность, которая раньше требовалась в обучении технологии. Давайте посмотрим, что у нас есть конструирование и моделирование в 6 классе. Он тоже не открывается. Ну, давайте попробуем открыть вкладку «Технологии девочки». Вы видите содержание курса 7 класса. И как раз планируемые результаты, которые предполагают изучение энергии, ее воздействия, основы производства, элементы техники и машин. Есть такой планируемый результат, как объясняет понятие машины, характеризует технологические системы, преобразующие энергию и вид, необходимый потребителю. Вот эти разделы содержат в себе ряд уроков, которые очень помогают учителю. Повторяю, потому что наша УМК, у меня Симоненко, не раскрывает эти планируемые результаты, а Казакевич УМК разработана по этим планируемым результатам, но в школы он еще не дошел. Будем ждать, когда дойдет. Таким образом, говоря о реализации планируемых результатов на уроке технологии, РЭШ позволяет просмотреть видеоурок. Я не могу открыть. Он не открывается, хотя вот что-то открылось. Вот, допустим, проектная документация. Есть такой планируемый результат, основные виды технологических карт. И если вы зайдете на этот урок, вы увидите, здесь все собрано в одном месте и дается пояснение, теоретические задания и контрольные задания. Допустим, ручной труд и его средства. Здесь вы видите информацию для мальчиков. Они, кстати, и мальчики, и девочки собраны все в одних предметах. Вам надо только посмотреть, что вам больше подходит. Здесь тоже вы видите картинки и какими машинами используются люди. Есть замечательные уроки. Вернемся, попробуем зайти опять в 5-6 класс. Видеоурок, в котором все конкретно, подробно рассказывается. Даются задания. И если ваш ученик отсутствовал, вы можете с ним дать ему по ссылке задания, и он изучит этот урок посредством дистанционного обучения через ГИС или какими-то другими способами по электронной почте. Все эти разделы, которые вы видели сейчас, содержат информацию, соответствующую планируемым результатам, содержание обучения технологии. И таким образом, что я хотела бы сказать, что сайт очень помогает учителю в подготовке к уроку и проведению урока. Учитель на основе содержания этого сайта может предложить своим обучающимся самостоятельную работу, работу с публичным выступлением, задания для
подготовки к следующему уроку. И что очень хорошо для учителя, он может использовать эти задания для подготовки к промежуточной аттестации. И дети могут также благодаря этому сайту, в котором собрана вся информация, пусть ее немного, вот я вам скажу, что в 5 классе у нас в 6 по 12 уроков, в 7 34 урока и в 8 17 урокам соответствующим планируемым результатам. Возможно, они все дополнятся, но это здорово. Мне этот сайт нравится, я вам бы его рекомендовала применять в своей работе. Спасибо, всем желаю удачи, до свидания. Хочу представить свой опыт использования РЭШ при преподавании биологии. Ну, как было выше сказано, что РЭШ имеет довольно широкий спектр применения. Это своего рода информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя и родителей. Что же РЭШ дает для ученика? Кроме того, что он может улучшить сам свои знания по учебным предметам, самостоятельно подготовиться к теме при отсутствии по болезни, по другим причинам. Но самое главное, для изучения биологии очень важен большой объем информации. И при подготовке к единой государственной аттестации, что в 9, что в 11 классе, можно повторять темы самостоятельно и повторить материал за все 4 года обучения. Для родителей, как уже было сказано, это организация домашнего обучения и повышение своего даже самообразования. Ну, конечно, самую большую роль и много ресурсов РЭШ дает для учителя, как при организации дистанционного индивидуального обучения, так и в организации урочной деятельности. Как мы знаем, ФГОС, в отличие от традиционной системы образования, ставит перед учителем задачу научить детей учиться, добывать новые знания. Поэтому меняются требования в структуре современного урока. ФГОС требует новой структуры построения урока, основанной на системно-деятельностном подходе. Ученики не должны получать готовые знания, они должны добывать их самостоятельно, совершая универсальные учебные действия. Вот этим действиям и должен учить и научиться педагог. Какова же структура урока по ФГОС? Здесь мы можем выделить первый этап – это мотивация на учебную деятельность, актуализация знаний, целеполагание, постановка проблемы, поиск путей решения проблемы, далее решение этой проблемы, то есть получение новых знаний, первичное закрепление, рефлексия и дача домашнего задания. И именно с такой точки зрения я использую РЭШ в своей работе. Именно использование ресурсов РЭШ на различных этапах урока. Ну, что нам предлагает РЭШ при конструировании урока, какими ресурсами он обладает? Понятно, что каждая школа, каждый педагог использует разный МК. Это небольшая проблема нашего образования. Но, с другой стороны, материал, который предоставляет РЭШ, можно использовать на отдельных уроках при использовании своего УМК. Вот если взять 5 класс, биологию 5 класс, какова же структура предлагаемых ресурсов при организации урока? Ну, во-первых, здесь дается конспект урока, где прописаны планируемые результаты. Второе, РЭШ предлагает видеоролик. Его можно использовать на этапе изучения нового материала. Либо можно его использовать как дополнительный источник информации, и можно сопоставить источники разные, например, учебник и ролик, который предлагает РЭШ. Еще один вариант использования ролика – это
можно провести как использование видеоролика как дополнительного материала. Второе, что предлагает здесь РЭШ, это упражнения и задачи. Здесь даны упражнения и задачи достаточно разного плана, и, как было сказано выше, они полностью соответствуют ФГОС. Я использую эти упражнения и задачи с целью первичного закрепления, где можно откорректировать полученные знаниями детей. При этом осуществляется самопроверка, взаимопроверка по эталону, и вот достаточно хорошо эти упражнения и задачи идут на этом этапе урока. Здесь также в 5 классе предлагаются проверочные задания. Пусть их немного, но их можно использовать на этапе актуализации знаний. Этот этап, он выясняет, какие затруднения возникли у детей при изучении данной темы. Так, ну и проверочные задания в данном уроке. Необходимо на этом уроке небольшой отводить объем. Всего он рассчитан на 5-7 минут. И вот эти как раз 3 задания можно и использовать при актуализации знаний либо прошлого урока, либо даже можно использовать и в конце этого урока. Если взять 6 класс, здесь несколько иная структура. Здесь очень интересно подан именно биологический материал. Здесь используется учебник авторов Сунина, издательство «Дрофа», и совершенно другой подход. Именно в 6 классе здесь одновременно изучаются и растения, и животные, изучается строение и их жизнедеятельность, что не характерно, например, для УМК «Русское слово». Далее, при переходе в 7 класс, как продолжение этого автора Сунина, используется, например, материал, изучается систематика, классификация живых организмов, и опять же изучается классификация всех живых организмов, бактерий, грибов, растений и животных. Для русского слова используется только классификация, конечно, и объяснение материала для 7 класса. Опять же, здесь можно сделать выборку и использовать тот материал, который соответствует вашему УМК. Что здесь мы можем, например, как ресурсы использовать? Структура, в принципе, такая же, как в 5 классе. Здесь есть видеоролик, который можно использовать на изучение нового материала. Опять же, интересные упражнения, задачи, которые также можно использовать на этапе первичного закрепления, и даны также проверочные задания. И чем дальше мы идем с вами по классам, тем содержание ресурсов РЭШ, они усложняются, то есть увеличиваются. Если уже взять, например, старшие классы, 10-11, то здесь мы, кроме, можно взять любой урок, да, здесь, кроме тех заданий, которые предлагаются в 5, 6, 7 классах, есть такой раздел, как «Начнем урок». Здесь, в этом разделе, мы можем увидеть либо постановку проблемы, здесь даны цели и задачи, здесь есть планируемый результат, узнаем, научимся, сможем, и уже идет проблемная задача, при решении которой можно обратиться уже к изучаемому материалу. Дальше идет основная часть, которая кроме видеоролика содержит еще и, кроме видеоролика, дана теоретическая информация, которая, возможно, не так представлена в учебнике. Также даны здесь тренировочные задания, которые можно использовать на этапе, опять же, первичного закрепления. И что хорошо, даны контрольные задания по вариантам, первый и вот второй вариант, как вы видите здесь на экране. В общем, я тоже довольна достаточно ресурсами РЭШ в целях того, что можно их применять, эти ресурсы, на разных этапах урока. Все это будет на вашем усмотрении, где вам больше нравится, так вы применяете эти ресурсы. Они достаточно разнообразны. Конечно, есть недостатки в том плане, что
как уже здесь отмечалось, нет заданий при подготовке ВПР и ЕГЭ. Ну, мы думаем, что в стадии разработки все эти вопросы, и они будут, наверное, потом уже дополнены. Если будут вопросы, будем рады ответить на ваши вопросы. Спасибо. Я бы хотела немножко рассказать, как на уроках математики также можно использовать дидактические единицы данного сайта Российской электронной школы, например, в 6 классе. Их использование реализует личностно ориентированный подход к учащимся, через них идет проверка освоения изучаемой темы, приучает учащихся самостоятельной добыче знаний, раскрывает разнообразные возможности работы учителя и ученика. Представленные уроки на сайте РЭШ я выбираю в разделе «Предмет математика», 6 класс. Выбираю тему согласно контрольно-тематического планирования. Хочу сразу отметить, что их можно использовать при работе с разными УМК. Затем включаю видеоуроки, например, сложение вычитания положительных отрицательных чисел. Так, на уроках разного типа, на различных этапах, весь урок или часть урока, или при выполнении упражнений, либо при даче задачи математической. Больше всего используем видеоуроки, упражнения и проверочные работы данного ресурса. Здесь предлагается... Так, значит, есть ссылка по подготовке к всероссийским проверочным работам и подготовке к государственной итоговой аттестации, но, к сожалению, они на сегодняшний день пока недоступны. Математические задачи и упражнения, которые представлены на данном сайте, использую как на уроке, так и предлагаю в качестве выполнения домашнего задания. Кроме того, предлагаю детям в качестве домашнего задания выполнить проверочную работу, содержащуюся в ресурсе. И сразу же ребята после выполнения видят свой результат по окончании, с какими заданиями не справились, делают работу над ошибками. Задания, представленные в РЭШ, разноуровневые, поэтому есть возможность проводить индивидуальную работу с учащимися. Весь класс самостоятельно, лично зарегистрирован на данном сайте, поэтому можно работать индивидуально как на уроке, так и дома. В каждом классе есть всегда дети, увлекающиеся математикой. Такие ребята быстро усваивают школьный материал. Таким ребятам я предлагаю изучить темы, представленные на данном
портале, но которые невозможно изучить на уроке. Например, 65-й урок по теме формулы простых и сложных процентов, кредиты, ипотека, вклады. Сегодня это актуально. Экономическая задача включена в ЕГЭ по математике профильного уровня. То ребята могут посмотреть, как начисляется ипотека, порешать задачи, которые можно решить уже на уровне 6 класса. Например, урок логические задачи, олимпиадные задачи. Тоже можно детям дать для самостоятельного изучения. Ребята прослушивают уроки, решают упражнения и с помощью проверочной работы осуществляют самоконтроль освоения темы. В 6 классе я преподаю курс решения задач повышенной сложности. Например, видеоурок по теме рационального вычисления предложила заранее прослушать дома, а упражнения рассматривали на занятия, на уроке. Это способствует экономии времени на уроке. Данный ресурс позволяет осуществлять дистанционное обучение с учениками, отсутствующими по разным причинам. Я являюсь классным руководителем 6 класса, и поэтому одно из собраний провела именно по этой теме, научила родителей пользоваться и ознакомила, с данным порталом. Таким образом, организовала совместную работу с родителями по выполнению заданий учениками по данному предмету. Родители также могут зарегистрироваться на этом сайте и прослеживать результаты работы своего ребенка. Сколько раз ребенок заходил на сайт, какие уроки он смотрел и сколько проверочных работ прорешал. Исходя из вышесказанного, можно сказать, что дидактический материал этого портала позволяет организовать и самостоятельную, и индивидуальную деятельность ученика, самоконтроль, самокоррекцию. В ходе осуществления самостоятельной поисковой деятельности способствует опережающему изучению математики, активно развивая при этом свою интеллектуальную, мотивационную, волевую и эмоциональную сферу. Спасибо. Изобразительного искусства, хочу с вами поделиться своим опытом. Тема моего выступления – использование РЭШ на достижение планируемых результатов образовательной программы на уроках изобразительного искусства. Изучив материалы сайта, я отметила для себя задания интернет-уроков хорошо продуманы, логически выстроены. В рамках одного интернет-урока можно изучить теоретический материал и отработать практические умения. Материал курсов можно применять не только на уроках, но и на лективных курсах, на занятиях внеурочной деятельности. Интернет-уроки дают возможность сделать обучение интерактивным и использовать системно-деятельный подход. Разработчикам учтены требования ФГОС. Каждый урок начинается с постановки проблемы. Учителю не нужно дополнительно задуматься над этим. Имеет ключевые вопросы, на которые дети отвечают в конце урока, обобщая полученные знания. В конце каждого раздела есть итоговые задания, которые нужно выполнить. Полезны рубрики «Это интересно». Задание с открытым ответом. Ученик может использовать дополнительные источники для поиска информации. И работать на этом сайте дома или во время болезни, самообразованием заниматься или при подготовке аттестации.
Когда я первый раз обратилась к материалам сайта, мне было очень легко, просто и удобно, и понятно. Сайт очень прост в обращении. Пройдемся по вкладке «Изобразительное искусство». Для этого нужно выбрать предмет на сайте и зайти в изобразительное искусство. Есть информация с 5 по 7 класс, но, к сожалению, в начальной школе не разработана ни одна тема. Вот если посмотреть 4 класс, то не открывается, то есть тем пока, к сожалению, нет. Ну, посмотрим вот 5 класс. В 5 классе представлено 11 уроков, хотя у нас по программе идет 35 часов. То есть мы будем надеяться, что будут еще разработаны уроки. Просмотрев все, я считаю, что подходит моей программе, а я работаю по учебнику Горяевой и Островской. Так, вот урок 10 «Декоративное искусство и народные промыслы». То есть здесь есть и практические задания, и урок вот 7 тоже подходит больше канона красоты и наброски и зарисовки, которые я использую на уроках. Урок 8, 9, урок 11. Остальные уроки можно использовать во внеурочное время. Они очень хорошие уроки, а также темы, которые можно некоторые использовать в 6 классе. В 6 классе, если посмотреть, представлено всего 14 уроков. 14 уроков. Я работаю по учебнику Неменского. Урок с 1 по 9, они посвящены рисунку, передаче воздушной перспективы, линейному рисунку, тональному решению в живописи, портрету. Урок 14 – это музей мира, как смотреть картины. То есть эти все темы я использую как раз на своих уроках. Они очень достаточно, можно сказать, углубленные. Дети могут выполнить и практические задания. Так. А вот урок 10 – русский народный костюм. Его можно применить, например, в 5 классе. Урок 11 и 13 посвящен оформлению книги орнаментальной композиции. Я их использую в 7 классе. А вот в 7 классе, если посмотреть, здесь уже представлено вот 17 уроков. Вот, сейчас включу. Я работаю по учебнику Питерский и Гуров. Вот здесь мне очень понравились вот эти темы, как раз мир, который создает человек, основу композиции, конструктивных искусств. Тема очень сложная, а вот здесь очень доступно и очень легко. Все как бы дети могут посмотреть, вместе разрабатываем и выполнить задание. Я считаю, все темы можно использовать на уроках. В 5 классе сюда можно добавить... Подождите. А с 5 класса сюда можно добавить урок еще 3, основа цветоведения. Урок еще 7, тоже вот в 7 класс. В каждом уроке есть упражнения, задачи и проверочные задания, дополнительные материалы. Мне вот очень понравилась программа для 7 класса. В 5 классе, конечно, можно было добавить, но я так очень надеялась, что с 4 класса можно что-то снять. Но в 4 классе, по крайней мере, пока нету ни одной темы. Но в 5 классе больше использовать, можно сказать, внеурочные. Очень мне понравились темы, как русский натюрморт, основы цветоведения. Можно использовать в внеурочное время. Но кое-какие темы я беру себе на засыпку, можно так сказать. Спасибо большое. До свидания. Так. Сейчас. Ай, да.